80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Легендарный поэт, композитор и автор песен под гитару, который не перестает устаревать уже много десятилетий. Они о вечном, о любви, о войне, о каждом россиянине. Тексты и стиль их оказывались настолько яркими и живыми, что многие, кто жил в Советском Союзе, думали, что Высоцкий действительно занимался всем тем, о чем пел. То есть воевал, работал на заводе, добывал уголь, играл в футбол и шахматы. А еще он запомнился как гениальный актер театра и кино, за что в 1984-м посмертно удостоен звания лауреата Госпремии СССР. В коме Высоцкий тоже был не раз, колесил по грунтовке от Инты до Уральских гор. Здесь в 70-е на золотых приисках работала артель, которую возглавлял не менее легендарный Вадим Туманов. Последнему 1 сентября прошлого года стукнуло 90. Сильные характеры нашли друг в друге много общего. Оба были тверже любой системы. Высоцкий даже посвятил ему песню. Посвящается Вадиму Туманову. Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной, Вологодского с ног и вперед головой. Дружба с Владимиром Семеновичем Высоцким яркая, бескорыстная. Два пассионария встретились на земле и случились такой связкой, которая до сих пор у всех вызывает и зависть, и восхищение, и практически без которой судьба ни одного, ни другого не была бы полной. Поклонники Высоцкого сегодня – это люди разных поколений. Неординарный и дерзкий, он продолжает притягивать таких же. В коме в этот день память поэта почтили акцией «Читающий четверг». Она прошла в некоторых библиотеках. Каждому желающему была представлена возможность еще раз прочитать его стихи, но уже громко, выразительно и не стесняясь.